Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как нетрезвый водитель стал причиной аварии. Если ты садишься пьяный за руль, во-первых, ты не имеешь права это делать, во-вторых, ты хотя бы едь аккуратно. И что еще выявили автоинспекторы? Покажем последствия крупной аварии в Альметьевске. Водитель иномарки без прав на вождение погиб на месте. Незаконная обналичка с оборотами в миллиарды рублей. Вот денежные средства. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стартовал процесс по делу черных банкиров. А также в Казани покупатель нанес продавцу множество ножевых ранений. А что, получается, забрали? Что у вас оттуда? Что-то там все написано. Чего вы? Я просто раз буду рассказывать. Сумка продуктов чуть не стоила мужчине жизни. Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвый автомобилист стал причиной крупной аварии на пересечении улиц Тецовская и Гудованцева. Там столкнулись Део Некси и Шкода Фабия. Последняя в результате сильного удара вылетела в сугроб. Предполагаемый виновник аварии свою вину в произошедшем признал. Но то, что пил перед тем, как сесть за руль, всячески отрицал. Алия Хайрудинова узнала подробности. В скорую не поехали, но мы сейчас обязательно поедем в травмпункт. Скорая приезжала сюда, но все равно в травмпункт мы сейчас поедем. Больше всего за водителя «Шкоды» беспокоилась его жена. Девушка приехала на место аварии спустя несколько минут после происшествия. Считает большой удачей, что в салоне чешской иномарки не находились дети, иначе последствия могли бы быть куда серьезнее. Говорит, ее муж в момент столкновения сильно ударился и, возможно, получил травму грудной клетки. Молодой человек ехал пьяный за рулем, врезался в моего мужа. У нас 2 детей. А если бы он, допустим, оставил моих детей без отца? Как вообще такое может быть? Если ты садишься пьяный за руль, во-первых, ты не имеешь права это делать, во-вторых, ты хотя бы едь аккуратно. По предварительной версии, водитель «Шкоды» ехал по улице Тецовская на зеленый свет. Говорит, Део выехала ему на перерез с улицы Гудованцева. Не стукнулся или как? На красный свет проехал. Водитель Део Некси, у которого выявили признаки алкогольного опьянения, отрицать, что нарушил правила движения, не стал, но уверял, что спиртное не употреблял. Не употребляли? Конечно, нет. А вы на красный ехали, на зеленый? На красный, случайно, не успел остановиться. Впрочем, не всему сказанному водителям Део автоинспекторы поверили. Они выяснили, что у мужчины отсутствовал полис ОСАГО. Он его просто не покупал. А затем предложили ему пройти тест на алкоголь. Он согласился, но обмануть прибор не смог. Алкотестер показал 1,152 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Теперь, вероятнее всего, ему придется забыть о вождении на ближайшие годы и оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, если это первое его вождение в нетрезвом виде. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Сегодня рано утром погиб 26-летний водитель Део Некси, севший за руль, не имея на то прав. Трагедия произошла в Альметьевске. На улице Бегаш водитель иномарки не справился с управлением и на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАС. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Также пострадала пассажирка автобуса. 30-летняя девушка с ушибами доставлена в больницу и после оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение. Избивала, отбирала деньги и плевала в родную мать. Жительницу Нижнекамска обвиняют в доведении до самоубийства собственной матери. Все произошло чуть больше года назад. Следователи уверены в ее вине и передали дело на рассмотрение в суд. Рамиль Шайдулин с подробностями истории. Мать этой женщины не видела другого выхода, кроме как в окно. Следователи установили, мучения 77-летней женщины и моральные, и физические были постоянными. Возник преступный умысел, направленный на доведение до самоубийства своей матери Мухаммадеевой В.М. 17 сентября 1940 года рождения путем жестокого обращения, систематического унижения ее человеческого достоинства, причинения нравственных страданий. Отбирала всю пенсию и систематически избивала. 5 лет мучений, по мнению прокурора, не могли пройти бесследно. Эта история повергла соседей в шок. Они прямо говорили, чьих это рук дело. Дочка у нее раньше с каким-то мужчиной жила. Вот они как напьются и начинают. Их истязания вот эти избивают. Она сегодня здесь кричала, не трогай меня, не бей меня. Она при мне вот здесь в коридоре, как давай бить. И пошла, довела до комнаты, по голове его так настучал, пнула, даже залетела в комнату. Естественно, просто бабушка уже не выдержала этого всего.
Действия подсудимой, как считает обвинение, подпадают под 110-ю статью Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Максимальное наказание – 6 лет лишения свободы. Свою вину женщина не признала. Рамиль Шайдулин, Вадим Струминский и Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Более полукилограмма марихуаны изъяли полицейские в Чистополе. Автоинспекторы для рядовой проверки документов остановили автомобиль, в котором находились двое братьев 29 и 33 лет. В ходе досмотра у них обнаружили 520 граммов растительного вещества. Далее в квартире их родителей изъяли еще 100 граммов вещества растительного происхождения. Мужчины пояснили, что собирали марихуану летом и использовали для личного употребления. К слову, задержанные уже имеют непогашенные судимости. В отношении них возбуждены уголовные дела. Санкции данных статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Оборот в 6,5 миллиардов рублей, больше 100 миллионов чистой прибыли. Сегодня в Приволжском суде Казани стартовал процесс над так называемой группой черных банкиров. По версии следствия, они 4 года незаконно обналичивали деньги. Нафиса Минязова вникла в суть криминального бизнеса. На скамье подсудимых 12 человек, 3 из которых арестованы, 4 под домашним арестом. Все остальные находятся под подпиской о невыезде в зал суда. Явились все. Некоторые из них тщательно скрывали лица от видеокамер, остальные улыбались и шутили, когда отвечали на вопросы судьи. В зале не было свободного места. Следствие считает, что с осени 2014 года по лето 2017 года все подсудимые занимались финансовыми махинациями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Незаконная банковская деятельность» и «Преступное сообщество» Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, преступная организация в течение 4 лет занималась незаконным ведением счетов, инкассацией и переводом денег по поручению юридических лиц. Сначала один из подсудимых создал одну группу, затем, когда создавались еще 2, привлек своих знакомых для помощи. Подозреваемый создал 3 самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, для последующего их использования в преступной схеме. Открывали в банках Республики Татарстан расчетные счета подконтрольным юридическим лицам, производили снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц. В итоге для работы подсудимые создали 14 фирм-однодневок и привлекли 20 действующих предприятий. За каждую выполненную банковскую операцию участники группы получали до 7,5%. Таким образом, за все время существования фигуранты уголовного дела успели провести финансовые махинации на сумму свыше 6,5 миллиардов рублей, заработав при этом более 100 миллионов. Это все стало известно после изучения всех документов и других доказательств, изъятых из офисов компаний. Печати организации ИРИДа могу сложить. БРИК. С наименованием фирм. Вот денежные средства. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 по 503. Если вина подсудимых будет доказана, за организацию преступного сообщества им может грозить до 20 лет лишения свободы, а за незаконную банковскую деятельность – до 10 лет. В уголовном деле более 160 томов, и адвокаты по назначению еще не успели ознакомиться со всеми деталями. В связи с этим процесс отложили на 1 февраля. Нафиса Минязова, Гуля, вызов 112. Расплатился за продукты множественными ножевыми ранениями продавцу. Мужчина схватился за оружие при попытке сотрудника магазина предотвратить кражу. Посетитель пытался пройти мимо кассы. Подозреваемого задержали в тот же день. Анна Городнова спросила, понимал ли мужчина, что делает. А что, получается, забрали вы? Что у вас оттуда? Там все написано. Чего вы? Я просто раз буду рассказывать. На вопросы задержанный отвечал не желая, зато ясно смог объяснить, за что и по какой статье он был задержан. За что задержанный? 162. Номер статьи Уголовного кодекса знает наизусть. За разбой уже был судим. В этот раз, как установили полицейские, он зашел в один из магазинов в Московском районе Казани. Набрал продуктов и попытался выйти, не заплатив. Когда его остановил администратор и напомнил о необходимости расплатиться, мужчина достал нож. На требование вернуть товар злоумышленник достал предмет, похожий на нож, и несколько раз ударил им в живот потерпевшего, после чего с места происшествия скрылся. На основании показаний потерпевшего и свидетелей был составлен словесный портрет нападавшего и разослан всем наружным службам полиции. Раненого сотрудника магазина удалось спасти. Подозреваемого задержали в тот же день на одной из улиц города. 42-летний житель Удмуртской области свою вину отрицать не стал. Вину признаете свою? В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Если его вина будет доказана, ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Анна Городнова, Нафиса Минязова, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.